В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Более 9 миллиардов рублей выделят на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19. В этом году выпускников ждут изменения в процедуре сдачи экзаменов, как нововведения отразятся на учебном процессе. Количество читателей, пользующихся услугами персонального библиотекаря, продолжает увеличиваться в Якутии. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы риска. Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года и предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом рабочая смена таких сотрудников длится 14 дней. И все это время они должны оставаться в стенах учреждения. В Якутии началась подготовка к паводкоопасному периоду. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством вице-премьера Алексея Колодезникова. По данным Гидрометцентра, из-за аномально холодной зимы толщина льда сформировалась выше нормы от 10 до 40 сантиметров. По словам вице-премьера, необходимо увеличить объем закупаемых взрывчатых веществ, расширить республиканский резерв быстро возводимых дамб. По итогам заседания Главному управлению МЧС совместно с Мининноваций поручено проверить доступность связи в отдаленных районах республики. А глав муниципальных образований обязали начать плановую проверку состояния гидротехнических сооружений на местах. Мы выпустили уже распоряжение правительства в части задач органов исполнительной власти, муниципальных образований, предприятий и учреждений по безопасному прохождению весеннего половодья. Сейчас должны отработать по восстановлению связи КСОН, чтобы оповещение у нас своевременно проходило. Ослабление прочности льда, конкурсы уже начинаются, и в начале марта этот договор все будут заключены, чтобы уже в марте, в конце марта и начале апреля эти работы проводить. То есть готовность в принципе есть, просто мы сейчас должны усилить мероприятия, чтобы во всеоружие к паводку подойти. Минсельхоз Якутии окажет помощь пострадавшим аграриям в доставке сена из других районов республики. Об этом заявил зампред правительства Якутии Михаил Никифоров в ходе прямого эфира в социальных сетях. Он рассказал, что в прошлом году планы по заготовке сена были выполнены не всеми муниципальными образованиями. Кроме того, осенью в результате пожаров в ряде районов сгорело около 2 тонн сена. В связи с этим Министерство сельского хозяйства республики приняло меры по оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям в виде единовременной выплаты на приобретение сена. О том, как принятые меры поддержки влияют на местных аграриев, расскажет наш корреспондент Елена Фаст. Она побывала в одном из фермерских хозяйств Алекминского района. Жить в селении, заниматься сельским хозяйством сложно. В основном занимаются этим люди в возрасте. В некоторых семьях дети поддерживают. У нас в основном старшее поколение держит коров. И самые минимальные 5 дойных коров. Юлия Трофимовна и ее супруг Виссарион Ильич создали фермерское хозяйство еще в 96-м году. С возрастом решили оформить его на сына Айсена. Помогаем, конечно, все вместе, улыбается Юлия Трофимовна. А так-то сыновья летом-то они все сами косят сено. И Хатоне тоже помогает. Уже мы не можем. Я, например, зимой в Хатоне хожу. Летом помогаю коров доить. В хозяйстве около 40 голов. Лошади, работы хватает всем. В этом году заготовили 50 тонн сена. Должно хватить. Нормально было. Ну, некоторым местам плохо, а некоторым хорошо. Но. К изменениям в законе они относятся спокойно. Поддержка хорошая. Кстати, вопреки мнению, свою продукцию кушают все и с удовольствием. Молоко свое, сливки, йогурт и масло берут местного производства. Нет, мы себе, потому что у нас летом внуков все, народу много. Поэтому себе на одну голову оставляем.
и берем готовые продукции. Ну, именно, то есть сливки, да? Сливки, масло, сыр, да все. Все Алёхинское. Ага, Алёхинское. Зима выдалась, как давно не бывало, суровой. Работы хватает всем. Ну так и дело у них семейное, на свое благо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. В этом году выпускников ждут изменения в процедуре сдачи экзаменов. Для получения аттестата о среднем образовании школьники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же, кто собирается в высшие учебные заведения, для получения аттестата будет достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ только по русскому языку. А итоговое сочинение или изложение 11-классники напишут во второй половине апреля. Оно является допуском учеников к государственной итоговой аттестации. Государственные выпускные экзамены пройдут в конце мая. В свою очередь, основной период ЕГЭ планируют провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники прошлых лет, так и этого года. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в учреждения высшего образования. Для них, для выпускников текущего года, при этом обязательно только ЕГЭ по русскому языку. Все остальные экзамены они будут сдавать по своему выбору. А для тех детей, которые не планируют поступать в вузы, они будут сдавать государственный выпускной экзамен. Это форма контрольной работы или, как мы раньше говорили, традиционные экзамены. Также изменения у нас со сроками итогового сочинения. Если раньше итоговое сочинение выпускники сдавали в декабре и феврале, то в этом году это испытание перенесено на вторую половину апреля. Представителей средних профобразовательных организаций Якутии пригласили на офлайн обучение в Московской школе управления Сколково. Обучающий модуль состоит из лекций по истории развития технологического форсайта, изучению лучших практик, а также практического блока. По итогам образовательной сессии будет разработана дорожная карта по реструктуризации образовательных программ под задачи экономикообразующих отраслей региона. Отметим, что Якутия входит в число 5 пилотных регионов, реализующих мероприятия международной программы по укреплению систем среднего профобразования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Главная наша задача по итогам обучения – разработать план мероприятий проведения технологического форсайта у нас в республике и овладеть методикой проведения этого форсайта с учетом того, как развивается экономика и, главное, понять, как будет развиваться среднее профессиональное образование с учетом тех трендов, которые происходят в мире, в Российской Федерации и у нас в регионе. Впервые на территории региона сегодня стартовала онлайн-ярмарка вакансий на площадке Zoom. Организаторами стала региональная служба занятости населения и правительство Якутии. Сколько вакантных мест представили в онлайн-формате и как будет работать ярмарка, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Онлайн-ярмарка вакансий начал свою работу ровно в 10 часов. В это время одновременно на всей территории Якутии в Центре занятости населения заработали онлайн-площадки по предоставлению вакантных мест. Сегодня и завтра будут работать 21 площадка, которая охватывает все направления хозяйственной деятельности, ну и, конечно же, и бюджетную сферу. У нас участвуют практически все министерства наши. Они будут организовывать самостоятельно через непосредственно Zoom онлайн-ярмарки. И, соответственно, сегодня у нас 600 работодателей участвуют. И порядка 3000 вакансий они выставили именно подходящие под трудоустройство молодежи. В официальной части мероприятия принял участие глава Якутии Айсын Николаев. Он отметил, что это уникальный шанс для молодежи со всех уголков нашего региона найти именно ту специальность, где они хотели бы работать. Современные технические возможности сегодня не только стирают границы, но и открывают новые двери перед современным человеком. Я искренне благодарен нашим крупным компаниям, действующим на территории республики, за их заинтересованность в подготовке и в подборе кадров из числа якутян. С каждым годом растет число компаний, партнеров проекта «Местные кадры в промышленность». Повсеместно на предприятиях внедряется система стажировок для молодых специалистов. На сегодня, с начала проекта в 2017 году, на самых передовых предприятиях уже устроилось свыше 25 тысяч жителей республики.
Во время онлайн-ярмарки работают несколько площадок, где участники могут принять участие в мастер-классах и различных вебинарах. Офис «Мои документы» на сегодня приглашает соискателей из числа экономистов, юристов и инженеров. Сегодня к нам подключится менеджер по персоналу отдела управления персонала Маркова Анастасия Валерьевна. Сейчас мы принимаем анкеты через портал региональный «Ей-Пути». Я кратко расскажу, как можно подать это. Также расскажу информацию по поводу нашей оценки, как вообще мы работаем. Помимо этого, большой блок во время работы онлайн-ярмарки предоставили представителям молодежного правительства. Здесь они рассказывают о вакантных местах и критериях отбора персонала на государственную гражданскую службу и проведут ряд презентаций. Высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия презентует кадровый портал «Команда Республики Саха-Якутия». А руководство Министерства молодежи Якутии презентует работу республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Сегодня мы официально объявляем прием заявок от молодежи Республики Саха-Якутия для прохождения стажировок в министерствах и ведомствах. Масштабная онлайн-ярмарка вакансий будет работать 2 дня. Более подробную информацию можете узнать на официальном сайте службы занятости региона. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. С каждым днем увеличивается количество читателей, пользующихся услугами персонального библиотекаря. Это один из новых проектов Национальной библиотеки, стартовавших в Якутии с начала пандемии. По запросу читателя к нему прикрепляется сотрудник библиотеки, который в дистанционном формате помогает в поиске и получении электронных версий книг, предоставляет доступ к оцифрованным произведениям. На сегодняшний день 25 персональных библиотекарей выполнили более 4000 запросов читателей. Услуга востребована даже среди жителей района. Отметим, аналогичных проектов нет ни в одном регионе страны. Для того, чтобы получить услугу персональный библиотекарь, надо позвонить в колл-центр 455-855, и тогда оператор колл-центра назначает персонального библиотекаря по запросу пользователя. Например, пользователь говорит: «Я хочу читать краеведческую литературу, помогите мне, пожалуйста». Тогда персональный библиотекарь обрабатывает запрос и передает его для того, чтобы дежурный, который из фонда помогает с предоставлением, допустим, справочной информации. Персональный библиотекарь учит пользоваться электронной библиотекарь. Иногда даже по телефону бывает так, что учит открывать электронную почту. Да? Вот до такого. Такие случаи тоже у нас есть. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.